нужно определиться нам самим в первую очередь. Мы принимаем ту игру, которую сегодня ведет Соединенные Штаты Америки с Россией, с Путиным касательно Украины и украинского вопроса. Ну, я отвечу сам. Мы эту игру уже приняли, так как мы первый шаг сделали. Мы участвовали вот в стамбульском фарсе, который был устроен и Америкой, и Путиным, называемые переговоры между сторонами. Прямые переговоры между украинской и российской стороной. Ну, что это было на самом деле? Ничего нового в принципе не произошло. Это делегация, которая приехала в Стамбул в 1922 году и предъявила ультиматум Украине и требовала полной стопроцентной капитуляции. Спустя 3 года Путин, благодаря Трампу и позиции Соединенных Штатов Америки, вернулся именно к этому формату, к формату ультиматума. И он недвусмысленно заявляет о том, что до тех пор, пока не будут отстранены первопричина начала войны с Украиной, что он будет продолжать. И в этом контексте, конечно же, это было неправильно участвовать в этом. Но и в то же время, учитывая позицию Соединенных Штатов Америки и учитывая тот факт, что Украине очень необходима поддержка Соединенных Штатов Америки в этой войне, поэтому сегодня руководство Украины проявляет, я это и вчера подчеркивал, мастер-класс дипломатии. С учетом того, что произошло в овальном кабинете несколько месяцев назад, с чего все это и начиналось. И поэтому сегодня я думаю, что Украина не позволяет Путину переигрывать в этой ситуации. И то, что намечено в Ватикане, это уже как бы продолжение этого. Раз мы уже приняли эту игру, конечно же, обязательно нужно, на мой взгляд, обязательно нужно ехать в Ватикан, нужно говорить. Разговаривать, встречаться, переговариваться – это не значит поступаться принципами. Вот как продолжает украинская сторона заявлять о своей несгибаемой позиции относительно территориальных претензий России, территориальной целостности, нужно в этом же ключе продолжать. То, что сегодня Путин что делает? Путин навязывает миру, он старается из агрессора превратиться в освободителя. Когда он недвусмысленно, несколько раз публично на разных форумах во время разговора, диалога с президентом Соединенных Штатов Америки говорит о том, что вот пока вот эти регионы, области, которые он самостоятельно, одностороннем порядке включил в состав Российской Федерации, пока они не будут освобождены, и требования эти какие-то вывести войска, украинские войска с исконно украинских территорий. Вы представляете, как пытается подменить существующие реалии вот к тому, вот как будто бы Украина вторглась в эти территории, и он требует, чтобы Украина вывела свои войска. Господин Закаев, я тут уточню. Я не имела в виду, что переговоры, если мы принимаем участие в переговорах с Россией, что это однозначно равно тому, что, собственно, мы идем на какие-то уступки. Но с того момента, как Трамп пришел к власти, и с того момента, как только впервые заговорили о переговорах, интенсивность боевых действий выросла, и количество жертв среди гражданского населения тоже растет. Возможно, какая результативность от этих переговоров, если только жертв становится больше, ну и, я же говорю, обмена пленных, вот о чем договорились в Турции, не состоялось. Зачем тогда ехать? Никакой результативности не будет. Вот как только они заявили об обмене 1000 на 1000, я сразу сказал, заявление и реальность – это не факт. Это не факт, что они, русские, пойдут на этот обмен. Нужно понимать, кто такие русские и сегодняшняя путинская Россия и империя. Как они могут выдать 1000 украинских патриотов, которые немного подлечатся, отдохнуть и обязательно вернутся на фронт. Они мотивированы, они очень серьезно мотивированы. И в то же время, получив своих 1000 пленных, которые находятся сегодня в Украине, как на курортах в соответствии с Женевскими конвенциями, из них
А России будут большие проблемы, когда они вернутся. Нужно будет какие-то компенсации, какие-то проблемы возникнут у этих людей, у власти с этими людьми. И поэтому однозначно очевидно было, что они на это не пойдут. Я думаю, что и украинская сторона, и сами те, кто представляли Путина, понимали, что это просто заявление, чтобы каким-то образом оправдать вот сам факт встречи, что это были переговоры. И вот, да, конечно, мы ни до чего не договорились, но вот гуманитарной стороны, вот мы сегодня освобождаем 1000 человек. Только лишь это. А относительно теперь еще раз вашего вопроса. Результативности не будет никакой. Дело в том, что, почему я разговор начал с того, что мы принимаем игру или нет. Украины нет другого выхода, кроме как следовать сегодня по данным параметрам. Если бы был бы выбор украинцев, война закончилась бы не начавшись. Война не начиналась бы. Это не выбор был украинцев и украинского народа, русско-украинская война. В 2014 году Россия совершила агрессию, аннексировав часть территории. И в последующем, после 8 лет пропаганды, антиукраинской пропаганды, они начали уже масштабную агрессивную войну. Вопрос в другом. Как относятся Соединенные Штаты Америки вот к этим имитациям? И почему они провоцируют эту ситуацию? Если сегодняшняя администрация заявляет о том, что война началась не при них, при Байдене, и это не его война, но сегодня уже вот эти 3-4 месяца каждый день убивают гражданское население. Гибнут, как сам Трамп говорит, 5-6 тысяч в неделю с обеих сторон. Это уже продолжается 4-й месяц, да? И что в этой ситуации нужно? В этой ситуации не разговаривать нужно с Путиным и называть его другом. Ему нужно дать понять, что он ведет агрессивную войну. И до тех пор, пока он не остановится для того, чтобы в последующем обсуждать какие-то условия в дальнейшем, как будет устроен мир, долгосрочный мир между Украиной и Россией, нужно сначала останавливать войну. И сегодня Соединенные Штаты Америки имеют такую возможность. Что я имею в виду? Возможность. Уговорить Путина невозможно будет, он не остановится. Убеждать его в том, что он нарушает какие-то существующие международные нормы, он это сам понимает. Но он, используя сегодняшнюю неопределенность по отношению к нему Соединенных Штатов Америки, сегодня пользуется этим и продолжает убивать людей. На самом деле, сегодня Путин и Россия хотят сделать то, что они не смогли. С помощью Трампа они хотят сделать то, что они не смогли в течение 3 лет сделать. Они требуют отдать территорию, которую Путин в результате войны не смог отнять у украинцев, захватить. И поэтому тут нужно определиться нам. И самое главное, да, население. Я беспокоюсь о населении, чтобы они как бы не настраивались на ложные, возможные какие-то мобилизации, внутренняя мобилизация и ресурс украинцев сегодня намного важнее. И он сегодня просто необходим как никогда. Потому что мы сегодня стоим на распутье. Я знаю, что такое война. Мы прошли через эту войну. Мы были оставлены сами себе в течение 25 лет, пока Россия вела с нами войну. Народ устает, от войны устает. Война не рожает, война уничтожает. Война не возрождает, не восстанавливает. Нет. Она, наоборот, идет полная деградация. И в этом случае может этому противостоять только сильная духом нация. А Украина и украинцы сегодня стали на самом деле политической нации, которая понимает, за что и во имя чего они ведут войну, во имя чего они погибают. И вот это нужно сохранять до последнего. Потому что если мы сегодня расслабимся, мы расстроимся, мы устанем, Путин выиграет. А его задача выиграть эту войну, чтобы уйти от ответственности. Они сегодня исходят из принципа «победителей не судят». Они очень хорошо понимают, какие злодеяния они совершили. Какие преступления они совершили в Украине. И поэтому просто так капитулировать или сдаться, или остановить сегодня войну, это значит
проиграть Путину и этой системе. Поэтому нужно понимать, что они не пойдут. И мы должны убеждать и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз в том, что если поражение будет, если Украина проиграет в этой войне, мы проиграем все, весь мир проиграет. В начале нашего разговора вы сказали о том, что в Стамбуле мы фактически приняли условия игры Соединенных Штатов Америки и России. Каковы правила в этой игре? Как понять? Отсутствие каких-либо правил. Просто это диктат, несправедливость. И сегодня, я еще раз говорю, Путин пытается переориентировать и подменить реальную ситуацию. Он пытается из агрессора превратиться в освободителя. И вот то, что он выдвигает, и то, что нам пришлось выслушать в Стамбуле спустя 3 года, это подтверждает это. Поэтому я имею в виду именно эту игру. Не принять эту игру мы тоже не могли. На самом деле я имею в виду и Украину. Потому что это была позиция союзников, в которых мы сегодня очень серьезно нуждаемся. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Европейский Союз. Они все были настроены на то, что Украина должна принять участие в этом фарсе. Потому что вот это может только немного остудить больное воображение людей за океаном, которые считают, что Путина можно уговорить, Путина можно убедить, Путина вот этими доброжелательными и миролюбивыми заявлениями, подчеркиванием своей дружбы к нему можно убедить в обратном и остановить войну. Это не произойдет. И поэтому до тех пор, пока они в этом не убедятся, мы не должны позволить Путину переиграть себя в этой ситуации. Мы знаем позицию Соединенных Штатов Америки, в крайнем случае, сегодняшняя администрация. Они четко, недвусмысленно заявили, если сторона, которая не пойдет на перемирие и на мир, то они займут обратную позицию по отношению к ним. Это какое-то размывчатое, как по мне, заявление, потому что оно не имеет никаких четких границ. До какого момента должны пойти на эти соглашения, когда там выставит Путин этот дедлайн. Ну, просто мы введем санкции усиленные. Хорошо, вводите. Сколько еще ждать? Ну, ведь согласитесь, нет я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что я вам сказал, что это не наш выбор. Мы сегодня вынуждены продолжать и войну, и продолжать вот эту дипломатическую тягомотину, которая сегодня навязывает сильные мира сего. Украина является жертвой агрессивной политики и военной агрессии со стороны России. Но сегодня, к большому сожалению, сложилось так, что другая сверхсупердержава, начиная заигрывать с этой страной, с агрессором, позволяет им делать то, что они делают. И в этой ситуации, если мы еще получим второго противника в нашей войне за свободу, независимость и за правду, мы проиграем. И поэтому мы должны будем прислушиваться. Украина прислушивается вот к тем обстоятельствам, с которыми складывается. И поэтому я всецело поддерживаю позицию руководства Украины, которые сегодня действительно заняли именно такую позицию. Не позволить России и Путину переиграть себя в той сложившейся ситуации, которая навязала нам Соединенные Штаты Америки в лице Трампа. В чем может быть заинтересованность Трампа, чтобы так подыгрывать Путину? Ведь Россия уже даже не грозится ядерным оружием, как это было там первые 2 года войны, когда там, не знаю, Байден мог еще этого испугаться. Я думаю, что на этот вопрос вам никто не ответит. Знаете почему? Потому что то, что происходит в голове Трампа, не знает никто. Никто. Я не хочу... Но мы можем судить, наверное, по заявлениям его помощников, советников. Вот по заявлениям, вот сегодня я слушал выступление Рубио, которого призвали к ответу на Конгрессе, да? Он пытается оправдать его позицию. Он говорит, что мы ни на йоту и никакие уступки не сделали по отношению... не сделали уступки России и Путину. Но они не понимают самого главного. И вот эти конгрессмены не задают этот же вопрос. Как это так? Не сделали ничего и не уступили. Если вы военного преступника вывели из международной изоляции, вот токсичного преступника, которому выдан ордер на арест Международным уголовным судом, если вы с ним разговариваете как с равным, если вы с ним разговариваете и слушаете его агрессивные заявления относительно украинской нации, украинского государства. Вот это и необходимо было Путину, остальное у него все было. У него мобилизовано население, у него есть достаточно союзников, которые позволяют ему продолжать агрессивную войну. И сегодня самый главный союзник самый главный союзник Украины занимает вот такую непонятную позицию по отношению вот к этой украинской трагедии. Конечно, они сделали невероятные уступки Путину.
Заявление польского министра: страна, которая могла бы положить край этой войне и поставить Путина на место, это Китай. Глава Министерства закордонных справ. Я знаю его. Да, абсолютно. господин Сикорский. Как вы оцениваете, разделяете ли его позицию? И если да, то а почему же Китай тогда не берет в этом участие? Я все 100% поддерживаю это заявление и говорю, все 100% уверен в том, что Китай никогда не пойдет на то, что говорит сегодня министр иностранных дел Польши. Потому что Китай – это одна из сторон и страна, которая очень заинтересована в том, что сейчас происходит. Каждый день войны с Украиной – это ослабление России. Ослабление России – это влияние усиливается Китая на Россию. С каждым днем все больше и больше Россия превращается в сырьевой придаток для Китая. И то, что сегодня в результате этих 3 лет войны, то, что получил Китай от России, они и не мечтали об этом. И чем больше будет продолжаться война, тем Россия становится слабее. И Китай никогда не будет открыто заявлять и поддерживать Путина. Но и в то же время Китай никогда не будет оказывать давление на Путина и на Россию с тем, чтобы он остановил войну. Даже делая какие-то публичные заявления относительно сегодняшней ситуации, в кулуарах и в личных беседах они всячески будут поддерживать Путина в этой войне. Вы знаете, это выработанные механизмы еще существуют. Это не только Китай, это любая страна, которая заинтересована в том или ином исходе войны, они пытаются и подыгрывать. Вы знаете, что сделала Россия, когда Соединенные Штаты Америки начинали войну в Ираке, в Афганистане? Путин открыто занимал позицию Блэра и Буша, которые хотели вести войну. И в то же время они вели вторую игру и с Саддамом Хусейном, и с американцами. Путин устроил массовый митинг в Москве с протестными акциями по поводу того, что Россия или Соединенные Штаты Америки хотят начать войну в Ираке. И в то же время Путин Примакова посылает к Саддаму Хусейну, а главу администрации посылает в Соединенные Штаты Америки. Примаков говорит Саддаму Хусейну: не сдавайся, не поддавайся на провокации, мы всецело с вами, но мы не можем публично об этом заявить. А глава администрации Путина едет в Соединенные Штаты Америки и встречается с Кондолизой Райс и с Бушем и говорит: если вы сегодня остановитесь, мир не будет с вами считаться, нужно продолжать. Мы не можем публично вас поддержать, но в то же время мы на вашей стороне. Вот они были крайне и кровно заинтересованы в том, чтобы Америка ввязалась именно с мусульманскими, с исламскими странами. Знаете почему? Потому что у них шла война с нами в Чечне. И в этой ситуации им нужно было заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки. И сразу же Путин сделал заявление: да, мы поддерживаем всемирную коалицию против войны в Афганистане, в Ираке, но взамен мы требуем, чтобы войну в Чеченской Республике рассматривали в контексте борьбы с международным терроризмом. Вот как выкладывается реальная политика в мире. И поэтому сегодня и Китай, и Иран, и Северная Корея, они будут поддерживать Путина в этой неправедной войне против Украины. Относительно фактора Китая. Если так представить, что, не знаю, завтра заканчивается война, неважно ли там на каких условиях, как это все происходит, но вот заканчивается война, нет военных действий, Россия ведь все равно, даже послевоенная, еще долгие годы экономически, не сможет себя откатить на те позиции, которые были до полномасштабного вторжения, и будут нуждаться как раз в поддержке Китая. Соответственно, Китай разве не заинтересован, чтобы как бы война в Украине закончилась как можно скорее? Все равно, что эта зависимость будет продолжаться и дальше. Относительно если Китай имеет планы на то, чтобы Россия была расцветающим, сильным государством, да, но Китай не заинтересован в том, чтобы Россия была экономически развитым и сильным государством. Нужно исходить из этого. Почему я и затрагиваю этот вопрос? Что интересы Китая сегодня говорят об обратном, к большому сожалению. Но единственное, что сегодня происходит, Европейский Союз, став субъектом международного права,
обозначившись как субъект. И в то же время, когда Соединенные Штаты Америки в лице Трампа объявляют торговую войну Китаю, естественно, Китай будет ориентироваться на Европейский Союз. Точно так же, как Европейский Союз будет ориентироваться на Китай в устраивании взаимоотношений. В этой ситуации, да, какое-то послабление или какие-то декларативные заявления со стороны Китая мы можем ожидать. Но не окончательного, но не вмешательства с тем, чтобы Россия остановила эту войну. Просто это не в их интересах. А мы с вами, и украинцы, и журналисты, и политики, вот как Путин навязывает миру свое отношение к украинскому государству, исходя и говоря о том, что это не государство, не до государства, отнимает 5-6 регионов и говорит, что вот эта позиция и для России это освободительная война. Мы должны сегодня все однозначно заявлять о том, что до тех пор, пока существует Россия, вот в тех границах, даже в которых она начинала эту войну, не говоря уже о том, что мир должен смириться с тем подарком, который Путин хочет подарить для себя, отняв 6-7 регионов. А нам надо говорить о том, что до централизации России сегодняшней, что угроза будет продолжаться. И мы результат и окончание войны должны видеть не в том, чтобы Россия сохранилась и в последующем она начала восстанавливаться, а в том, чтобы Россия перестала существовать как империя. Опять-таки я хочу, чтобы мы понимали, я не говорю о том, что Россия должна исчезнуть с карты мира, она не исчезнет, но она должна трансформироваться в совершенно другое государственное образование. А это что означает? Это означает, что российская политика, идеология должна на 100% поменяться, перестать имперской. А для этого необходимо, чтобы те колонизированные народы, которые сегодня являются пушечным мясом вот в этой агрессивной войне до России, они должны стать субъектами международного права. Они должны стать самостоятельными. И в этом случае вот самый мощный стержень и то подспорье, которое Россия имеет как империя, это вот территория, самая большая страна, обладаем самыми многими ресурсами на земном шаре. Да? И мы самая большая нация по количеству. Вот они всего этого должны лишиться, потому что все это на самом деле искусственное. Их территория не самая большая. Да, ими завоеванные территории, которые сегодня мир признает как территории российского государства, да, оно больше всего на свете государство большое. Но если мы возвращаемся к первоисточнику, как любит Путин говорить, первоисточнику Российской империи, то она должна и состоять в тех границах, которые принадлежат им. И вот мы должны этого добиваться. Только в этом случае можно говорить о справедливом окончании, о справедливом мире. Вот то, что президент Зеленский заложил в основу своего плана достижения справедливого мира, там все эти пункты обозначены. До тех пор, пока виновные в убийстве гражданского населения Украины, до тех пор агрессоры, которые совершили агрессию, до тех пор виновные в том, что произошло в Буче, Мариуполе, до тех пор, пока не возвратят украинских детей, украденных, вывезенных туда, в Россию, до этих пор не может быть речи о справедливом мире. А это возможно только в том случае, если Россия будет разгромлена на линии фронта. И вот тогда уже все эти компоненты, о которых мы говорим, и привлечение к ответственности военных преступников, возвращение украинских детей, восстановление и компенсация за нанесенный ущерб – это следствие вот этого справедливого мира. И вот это мы должны навязывать всему миру. Возвращаясь к контексту переговоров. В Стамбуле Россия заявила о том, что необходимо вернуться к тому документу, к тем разговорам, которые были в переговорах 2022 года. Почему они хотят вернуться именно к тем потенциальным... 22 года. Если они для них же самих не были успешными. Почему сейчас вновь поднимается этот тезис, давайте вернемся на переговоры 22 года? И сейчас есть какая-то надежда, что они могут все эти тезисы, которые тогда озвучили, продавить, учитывая, что администрация в Белом доме совершенно новая? Именно поэтому на это и рассчитываю. Я и говорю в нашем разговоре, я сказал, сегодня Путин пытается сделать то, что он не смог сделать с помощью Трампа. Но это тоже не получится. Почему он любит и хочет вернуться? Он вернул ситуацию к тому, когда они требовали от Украины капитуляции. Если тогда это были два
региона 2 области, то сегодня это 4 области, которые они требуют признать за Россией. Думаете, у Штатов есть рычаги давления на нас, чтобы вот продавить все эти хотелки Путина? Вот единственное, что они смогли сделать, это 28-го в овальном кабинете. Если бы у них тогда это прошло бы, если бы президент Зеленский поддался бы на то давление, которое оказали на него у себя дома Соединенные Штаты Америки, да. Но после этого дня американцы и Соединенные Штаты Америки, и Трамп сам понял, что никаким образом они не могут продавить вот эту схему и вот эту позицию России с тем, чтобы Россия или Украина признала территориальные, чтобы она отказалась от своих территорий. Этого не будет. Это вот четкая и жесткая позиция они могут, руководства. наверное, иным путем пойти. Военная помощь у нас заканчивается от Байдена летом. Ребят, и дальше... давайте. Военная помощь не заканчивается, военная помощь не останавливалась, военная помощь продолжает идти. И сегодня вооруженные силы Украины в состоянии, абсолютно в состоянии вести и отражать российскую агрессию. Да, потому что пока что военная помощь идет, она будет дальше? И будет продолжать. Я вам говорю, потому что это будет продолжаться, помощь будет продолжаться не потому, что кому-то жалко украинцев или нас, которые погибают, а потому что они беспокоятся за себя. Если сегодня Украина потерпит поражение, следующие страны должны выстроиться в очередь, которых Путин проглотит, просто как на закуску. Сегодня единственная армия в мире, которая может противостоять России, российской агрессии и российской армии, это украинская армия. Единственная в мире армия, которая может. И все это осознают. Да, у турков и Турции у них сильная армия. Но сегодня, имея вот такой боевой опыт и имея опыт ведения современной войны, аналога той войне, которую сегодня ведет Украина, в мировой практике, в истории мировых войн нету. Поэтому я говорю, сегодня Европа нуждается в Украине. Европа нуждается в Украине, не которая потерпела поражение, а которая выиграла в этой войне и готова взять на себя ответственность за будущее вот этого континента. Я с самого начала говорил, что Украина стала лидером свободного мира. Сегодня мы можем говорить, что только Украина и украинская армия в состоянии защитить Европу, Европейский Союз и Европейский континент. Да, у них есть технологии, у них есть оружие, и продолжается поступать оружие. И сегодня даже, когда Рубио выступал у себя на Конгрессе, он подчеркивал, мы ни на один день не остановили поставку оружия. Мы не остановим, мы продолжаем. Ну а как же этот момент был? Ну сколько там, ладно, это мы оставались 20 лет вообще без какой-либо помощи. Вы что? Да, у Украины есть очень серьезная поддержка, у Украины есть очень серьезные союзники, есть очень мощная коалиция. Чем больше мы будем сегодня плакаться в жилетку и говорить, что нас бросили и как нам это сам, тем самым мы усиливаем позицию русистов и русских, которые говорят, вот давайте мы еще немного и мы добьем. Еще никогда. Пусть, если они говорят 20 лет, мы 20 лет Украина будет противостоять и отстаивать свою свободу и независимость. И пусть Путин разбирается, кто больше выдержит. У нас на стороне Украины право, правда, справедливость и практически весь международный континент, который сегодня поддерживает. 40 с лишним стран, которые публично заявляют о своей поддержке Украины. Вы знаете, какая это поддержка? Я бы хотела увидеть эту поддержку. Я понимаю, дорогая, я понимаю. Вы думаете, я это говорю не с радостью, что сегодня происходит. Конечно, эта война не должна была вообще начинаться. Но раз она началась, она не может быть проиграна украинцами. Я это имею в виду. В контексте вот вашей фразы о том, что Европа заинтересована в сильной Украине. Хотелось бы увидеть и подтверждение, но хотя бы в контексте того, что, во-первых, Европа же ведь тоже еще до встречи в Стамбуле заявляла о том, что они изберут представителя, который будет от Европы непосредственно представлять общие интересы в переговорном процессе. До сегодняшнего дня Европа не предоставила такого человека. Кроме того, Европа точно так же... Подождите, почему? Потому что нет процесса переговорного. Ну как же, а в Стамбуле что началось? Ничего подобного, я вам говорю, это была факция. Это была фикция, абсолютная фикция. Не может Европа участвовать в переговорном процессе, где Россия требует капитуляции от Украины.
Европа будет участвовать в переговорном процессе, когда будет определяться дальнейшее взаимодействие России и остального мира. Потому что весь мир сегодня объявил санкции против России по сегодняшний день. В первую очередь, если война останавливается и Россия отступает к прежним границам, только тогда начнется торг о снятии этих санкций. И поэтому мы сегодня должны исходить не из того, что Россия хочет или Россия делает, а из того, что мы делаем и кто наши союзники. Ни на один день поддержка Украины не останавливалась. Она с каждым днем усиливается. Россия с каждым днем слабеет. Внутренний фактор и фактор, который сегодня определяет будущее мироустройства, на стороне Украины, но не на стороне России и русистов. Поэтому мы сегодня должны быть очень воодушевлены тем, что мы сегодня имеем. Как мы можем сейчас оценить вот состояние внутренней России относительно настроений общества внутри, ну и в целом, насколько вот действительно они готовы, как Мединский, кажется, да, сказал, в Стамбуле еще лет 20 вести эту войну? Российская империя ведет войну тысячелетиями. Тысячелетиями. Сегодняшнее состояние России, да, вот это русское быдло населения, оно всецело поддерживает. И чем больше мы будем проявлять слабость даже в наших передачах, тем больше усиливается их позиция во что бы то ни стало победить. Если кто-то рассчитывает на то, что каким-то образом внутренняя ситуация может поменять формат власти, это неправда, это нереально. Никогда. Каким же образом тогда власть может поменяться? Только извне. Во все времена формат власти в Российской империи менялся из-за вмешательства, из-за внешнего влияния. Российская царская империя распалась именно из-за того, что тогда, после поражения Первой мировой войны, непосредственно Германия заняла позицию с тем, чтобы отправила бронепоезд, набитый деньгами, и совершили переворот. Советская империя распалась именно из-за влияния и позиции Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Но сейчас, мне кажется, страны уже не заинтересованы, чтобы распалась Россия, страна, которая имеет ядерное оружие. А СССР не имел ядерное оружие? У СССР ядерное оружие было намного сильнее, эффективно. Однако это не помешало распасться и трансформироваться Советскому Союзу. Это ядерное оружие – это не панацея от всех проблем существующих. Поэтому я абсолютно уверен в том, что Россия должна перестать существовать в тех границах и в том формате, в котором она начинала эту войну. Если мы говорим о стратегической стабильности и гарантиях безопасности не только Украины, чеченцев и Кавказа, если мы говорим о гарантии безопасности мирового сообщества, то мировое сообщество должно добиваться, чтобы вот эта последняя империя зла перестала существовать. И шанс для этого сегодня, как никогда, есть и у украинцев, и у коалиции, которые сегодня поддерживают Украину. Протестных настроений на России вы не видите? Нет, ее не будет просто. Вот если бы... Знаете, кстати, очень хороший вопрос. Почему Путин не может остановить войну? Одна из причин. Как только он остановит войну, начнутся протестные акции России и сметут вот эту систему. А кто выйдет? Вот то быдло населения, которое Путин обещал победу над Украиной, вот они и выйдут. Ну, честно, звучит как-то фантастически. До сегодняшнего дня не протестовали, а потом внезапно... Вот я и говорю, Путин – это не проблема. Путин – это население, это Россия, это русисты. Путин является олицетворением настроения этого быдла русского великодержавного шовинизма. Вот самая главная ошибка сегодняшних и политиков, и политологов, и журналистов в том, что они персонифицируют эту проблему в лице Путина. Нужно исходить от обратного. Вспомните Путина, когда он еще только-только пришел в Кремль. Вспомните его заявление, вспомните его политику. И с годами, кем он стал сегодня, да? Это он сегодня, он вообще был востребован, именно такой Путин был востребован гражданским обществом России. Когда мы говорим об обществе, о гражданском, в России не было гражданского общества, его нет. Вот одна из причин, почему Путин не может остановить войну на 30 дней, это то, что он боится, что будут массовые выступления, что его систему и режим сметут.
Вторая причина, он будет призван к ответу за те злодеяния, которые он здесь совершил. Третья причина, почему он на это не пойдет, потому что после вот этих протестных акций начнется централизация Российской империи. Напоследок, по вашим ощущениям, по вашим вот наблюдениям, когда, возможно, хотя бы наметки мира? Я не говорю о том, что там это моя... Я уверен в том, что если мы сосредоточим и соберем все силы и средства, до конца года можно будет призвать к ответу Путина и Россию за те преступления, которые они совершили. Что значит соберем силы? То, что мы сегодня наметили, да, я имею в виду Украина и Европейский Союз, та программа, которая вырабатывается, и те средства, которые Европейский Союз сегодня четко определил для себя, выделил 850 миллиардов на оборонную систему Европейского Союза, эти средства в большей степени направлены на то, чтобы усилить позицию Украины в противостоянии с Россией. И, конечно же, начинать национальное освободительное движение в самой России, это просто сама судьба Всевышний нас обязывает к этому. И вот как только Россия, или вернее Европейский Союз и Украина выйдут за границы того, что они сегодня видят, прямую линию фронта с русскими, но они будут создавать дополнительные очаги сопротивления и открывать дополнительный фронт, вот это может сделать так, что Россия просто перестанет существовать вот в тех границах, которые она начинала эту войну. А это и есть гарантия и долгосрочного мира и Украины, и всего международного сообщества.